Это восьмой модуль, на котором мы поговорим, зачем нужно проводить оценку потребностей ваших клиентов, как привлечь дополнительное финансирование в ваш действующий проект, а также как и какие технологии могут помочь вашему бизнесу. Меня зовут Томас Акынов, я работаю в Фонде Евразия Центральной Азии, разрабатываю социальные проекты. Первая тема нашей лекции – это что такое проект и зачем нам нужно узнать потребности потенциальных клиентов. Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. Любой проект состоит из трех основных компонентов. Это бюджет, сколько нам нужно для реализации проекта, сроки, какие у нас есть, и предполагаемый результат, который мы хотим видеть по окончанию проекта. Проект имеет жизненный цикл. Он начинается с процесса инициации, когда мы определяем потребности нашего населения. Дальше мы переходим в планирование, в исполнение и в мониторинг и оцениваем результаты проекта. Как вы видите, второй, третий, четвертый пункт, они постоянные, к ним можно и нужно возвращаться. Если вы понимаете на этапе мониторинга и контроля, то, что вы не достигаете ваших результатов, вы возвращаетесь в планирование и заново планируете. И на этапе завершения вы суммируете вашу работу, предоставляете отчет вашему донору-инвестору. В этой лекции я поговорю больше про процесс инициации. И для того, чтобы ваш проект был устойчив, вам нужно ответить на три главных вопроса. Нужно ли это обществу, как раз-таки оценка потребностей, выгодно ли это инвестору, также вы оцениваете потребность вашего инвестора, и может ли реализовать мой бизнес данный проект. Зачем нам нужно проводить оценку потребностей? Узнав проблемы вашей целевой аудитории, ваших клиентов, вы получите новые идеи для вашего проекта. Также, пообщавшись с ними, вы получите их поддержку и сделаете их причастными к вашему проекту. А также, понимая проблемы целевой аудитории ваших клиентов, вы всегда можете показать и убедить спонсора, что это важно для решения проблемы, а значит получить финансирование. Как можно провести оценку нужд вашей целевой аудитории? С помощью опроса онлайн, либо же офлайн, есть бесплатные инструменты, как Google. Вы создаете ключевые вопросы, которые помогут вам определить проблему, рассылаете потенциальным клиентам, получаете ответы и делаете небольшой анализ. После этого вы можете пригласить 6-8 человек из вашей аудитории, которые прошли опрос, на глубинное интервью. Там вы можете более подробно задать вопросы, уточнить что-то, для того, чтобы более четко и подробно понять, какие у них есть потребности. Какие есть ошибки при проведении интервью, либо же опросов? Это я не слушаю человека, то есть потому что я знаю, какие ответы они могут дать на мои вопросы, либо же я внушаю и навязываю свои варианты ответа человеку. После того, как мы определились, какие есть потребности у населения, давайте поговорим, как мы можем привлечь дополнительные инвестиции и финансирование в наш проект. Если у вас действующий проект, то обязательно покажите первые результаты. Это может быть действующий продукт, либо же клиенты, которые покупали этот продукт, либо же миссия, либо видение вашего проекта, если проекта пока нет. Создайте список возражений. Подумайте обо всех причинах, по которым вас не хотят инвестировать. И, конечно же, найдите ответы на все возможные возражения. Посещайте мероприятия. Сейчас сфера туризма очень сильно развивается в Казахстане. И проводятся различные мероприятия, конференции, тренинги. Там как раз-таки вы можете найти вашего будущего инвестора, либо же людей, которые могут вас познакомить. Подготовьте вашу речь, которая не длится больше 1 минуты, о которой я поговорю чуть позже. Ну и определите, что вам нужно. Обычно многие стартаперы, предприниматели забывают об этом и не знают, что попросить у инвестора. Они приходят с вопросом, типа, дайте мне то, что вы можете дать. Хотя нужно прекрасно понимать, сколько мне нужно на мой проект, сколько он стоит, когда и какая выгода будет для инвестора или донора. Если же это не финансовая поддержка, то же самое. Будьте прозрачными и честны, предоставляйте отчет, оценку вашего проекта, мониторьте. Продолжайте говорить о вашем проекте на других площадках, не только напрямую с инвестором. Будьте открыты к государственному финансированию. Мониторьте, какие есть государственные программы, узнавайте их требования, а также дату подачи. Подготовьте презентацию, которая не состоит из больше 10 слайдов, она очень короткая, которая говорит про проблемы населения, либо проблему, которую вы решаете, ваше решение, бизнес-модель и какая поддержка нужна. Также вы можете включить, что нужно, кто входит в команду, либо же какие были привлечены уже финансирования. И как раз таки, когда мы говорим про инвестирование, были ли у вас первые инвестиции, которые вы привлекали до?
Неважно, какая это была сумма, либо это финансовая, нефинансовая поддержка, просите у них дополнительную помощь. Если вы получаете финансирование, поддержку от какой-либо организации, они также могут вас поддержать уже в новом проекте, либо же познакомить с будущим спонсором, либо же инвестором для вашего нового проекта. В общем, будьте активными. Многие предприниматели, работающие в сфере туризма, не до конца понимают, насколько технологии могут облегчить их работу. Технологии открывают возможности. Они улучшают наши услуги, либо же продукты, которые мы предоставляем сейчас. Благодаря технологиям мы можем привлечь новых клиентов, либо же инвестиции, создать новые продукты на базе действующего продукта, либо и не только. Благодаря технологиям мы можем выйти на новый рынок. Есть инструменты как e-commerce, и в текстовом документе мы предоставим вам более подробно, что такое e-commerce. Ну и, конечно же, решать проблемы населения. Я бы хотел рассказать про действующие IT-решения, которые применяются уже в Казахстане. Например, приложение Алматы Ауэндеры, которое вы можете скачать на телефон. Это аудиоспектакль. Вы скачиваете приложение, надеваете наушники и гуляете по городу Алматы. Вы узнаете больше об исторических местах, о людях, которые здесь жили, об их историях. И самое классное, это что каждый раз это новая история, каждый раз это можно менять, адаптировать, и тем самым люди, которые уже слушали какую-то историю, они могут прослушать новую историю. Также есть платформа «Давай сходим», которая объединяет, рассказывает о действующих мероприятиях, либо же будущих мероприятиях города. «Давай сходим» есть и в других городах Казахстана. Следующий пример – это оазис, фонтан в центре города Алматы. Оно предоставляет питьевую воду жителям. Оно было построено организацией Global Shapers Алматы. Как мы знаем, не во всех частях страны есть доступ к питьевой воде, и как раз-таки ваш проект может решить эту проблему. Следующий пример – это QR-город. В городе Алматы вы можете как раз-таки найти такие вот постеры на 3 языках о достопримечательностях города. Также вы можете отсканировать QR-код и больше подробно узнать об этом здании, либо же о человеке, который там проживал. Есть также технологии, которые решают социальные проблемы. Например, в городе Усть-Каменогорск приложение «Чистый город» позволяет населению обращаться официально в государственные органы для решения городских проблем с мусором. Несанкционированный мусор в городе Усть-Каменогорск. И как раз-таки там объединяют людей и других стейкхолдеров в обсуждении и в решении проблем. Также есть приложение «Доступный Казахстан». Это интерактивная карта в формате 2GIS или же Google карт для людей с инвалидностью, либо же родителей с колясками. Эта карта показывает доступные места, доступные помещения, здания с пандусами, доступными туалетами, входом, выходом, для того, чтобы люди с инвалидностью и родители, либо же спортсмены с велосипедами могли больше и удобно пользоваться городом. На этом мы завершаем 8-й модуль, на котором мы поговорили с вами, зачем нужно проводить оценку потребностей, узнавать потребности ваших клиентов, как можно привлечь дополнительное финансирование в ваш действующий проект, а также про технологии, как и какие технологии могут помочь вашему бизнесу. Дорогие участники и участницы, мы вас поздравляем с завершением онлайн-курса. Мы с вами проделали огромную работу, и мы надеемся, что полученная информация, знания, они будут полезны в вашем бизнесе. Впереди нас ждет интересная совместная работа. Мы вас верим. До новых встреч!